Промышленные альпинисты – достаточно редкая разновидность людей, любят высоту и чистоту. Их популяция обычно превалирует в центральной части России. Дальний Восток и тем более Якутия – закрытые зоны для этого подвида Homo sapiens. Тем не менее, с каждым годом количество любителей экстремальных видов работы растет. Что же именно они делают? Чистят стекла, убирают снег, вешают рекламные баннеры. И все это на высоте в 20, а то и 30 метров. В Якутске первые промышленные альпинисты появились в 1982 году с установкой самого высокого объекта – телевышки. Тогда специалистов этой области называли просто высотники и монтажники. Сегодня это отдельная профессия, и чтобы, например, залезть на стекла бизнес-центра, необходимо пройти специальное обучение и получить удостоверение. Делать это надо раз в 3 года и в течение 1-2 недель. Для этих целей в Якутск приглашают сертифицированных мастеров из Центральной России и набирают группы. Вторым этапом на пути к мечте альпинизма станет покупка оборудования. Весит такой рабочий портфель килограммов 10 как минимум, а по цене давно перешагнул за 40 тысяч рублей. В первую очередь в нем должен быть страховое устройство, каска, нож, спусковое устройство, веревка. Для работы нам много всяких вещей необходимых, снаряжение требуется. Первостепенное вообще наше снаряжение – это веревка. Она нам позволяет именно осуществить подход к месту проведения работы. Самое главное, это сама по себе обвязка, грубо говоря, да? Она называется сейчас страховочная привязь. Почему-то такое название и дали, да? Вот, это полная обвязка, полная. Почему? Потому что мало того, что беседка у нее есть, так есть еще верхняя часть. Это грубо говоря, лифчик просто в народе. Потом увидите, как она крепится. Я покажу, как одевается. Вот. И здесь тут много всего развешено на ней, грубо говоря. Вот есть разгрузочные петли, да, всякие, на которые вешаются дополнительное оборудование, карабины. Там это спусковое устройство экстренное, тот же так называемый стакан. Карабины, здесь усы самостраховки. Усы самостраховки – это, по сути, дополнительные руки у альпиниста. То есть, мало того, чтобы не держаться рукой, он усом самостраховки встегнулся и спокойненько висит. Надежно и правильно подобранное снаряжение обеспечивает 90% безопасности промышленного альпиниста и значительно облегчает ему выполнение работ. В официальных документах такое снаряжение именуется «средство индивидуальной защиты от падения с высоты». После того, как оборудование проверено, альпинисты организуют станцию, то есть находят объект, куда будет закреплена основная и страховочная веревки. Осталось еще раз проверить оборудование и закрепить все веревки. И вперед, навстречу высоте. Сезон начинается еще с марта, некоторые даже с февраля умудряются с собой вместе работать. Это связана работа с сбросом снега с крыш, с труднодоступных крыш, там где люди без снаряжения, они попадают просто, грубо говоря, да. Но в нашей практике было так, что мы работали даже при минус 40 градусах, тогда мы не успевали, это был декабрь. То есть помимо снаряжения, грубо говоря, на себя теплое, что одеваешь, там валенки. Чтобы почистить такое здание, нашим промышленным альпинистам придется потратить около 2 недель и свыше 70 литров воды. Главное, чтобы не помешала погода и не подвела веревка.